Сенің биің би емес, биден биік. Жалынына шарпылып сүйген күйік. Пайғамбардың жасынан ассам дағы, қояды әлі Мәжнүнді илендіріп. Сенің биің би емес, биден басқа. Сенің биің әйелдің өнердегі, ардан әппақ сүттен де пәктіктігі. Сенің биің ұйғырдың қазақ биі, ғажап болмыс бітімнің азап түні. Сенің биің мәңгілік ғалам биі, адамзаттың рухани азаттығы. Сенің биің ғайыптық өмір биі, қасірет мұңы халқыңның көңіл күйі. Эти поэтические строки известный казахский поэт Иран Гаиб посвятил танцу талантливой уйгурской танцовщицы, заслуженной артистки Казахстана Гульнары Саитовой. Героиня нашего фильма – человек известный, имеющий государственные заслуги, звания, ученую степень, обладатель многих весьма серьезных наград как в творчестве, так и научной и педагогической деятельности. Но прежде всего она творческая личность, которую знают и уважают в театральном мире не только Казахстана, но и ближнего и дальнего зарубежья, где она не раз выступала с концертами, ездила давать мастер-классы и ставить свои постановки. Все мы хорошо знаем, за любым достижением всегда стоит большой труд, целеустремленность, терпение и лишь малая толика удачи и хороших генов. Гульнаре Юсуповне в этом отношении повезло. Она родилась и формировалась в театральной семье, где родители всегда поддерживали стремление детей к искусству и достижению поставленных целей. Ее отец, Юсупжан Саитов, известный актер и музыкант, стоял у истоков становления первого и единственного в мире профессионального государственного уйгурского театра. Мама – Машурова Турсункыз, артистка этого же театра. Девочку с раннего детства окружали ритмичные звуки дойры, суета театрального закулисья и волшебный миг встречи с настоящим искусством. Безусловно, маленькая Гульнара грезила о сцене, мечтала стать танцовщицей. Родители, зная о сложностях и превратностях профессии артистов, хотя и не очень хотели видеть ее на сцене, но не стали противиться судьбе. А судьбе было угодно с самого начала испытать характер и настойчивость Гульнары во владении азам хореографического искусства. В 10-летнем возрасте ее принимают в Алматинское хореографическое училище, где она 3 года учится в классе известного педагога Жакиповой Куаныш Майлиевны. Но по рекомендации медиков родители вынуждены были забрать ее из училища. Когда же в училище открылось народное отделение, где она хотела продолжить учебу, ее, к сожалению, не приняли. Лишь получив аттестат об окончании средней школы, Гульнара Юсуповна целенаправленно поступает в эстрадно-цирковую студию, где старательно и упорно осваивает премудрости хореографии. Ее старания в сочетании с природной гибкостью, выразительно поющими руками и врожденным чувством ритма позволили молодой танцовщице сразу же заявить о себе на сцене Государственного уйгурского театра имени Кужемьярова, где она органично влилась в коллектив и росла на репертуаре, который передавали ей замечательные мастера уйгурского танцевального искусства, такие как Халида Джалилова, Рихангуль Разиева, Авахан Азизова, Амина Юсупова, хранители в театре наследия Али Ардобуса и Александра Александрова. Исполнительское искусство Саитовой осталось в памяти большинства, видевших ее в пору расцвета. Все отмечали ее легкость и стремительность в танце, пластичность рук и корпуса, а особенно актерскую выразительность и умение вести танцевальный диалог с партнерами, зрителями, с аккомпаниатором и даже с самой собой, оставаясь при этом органичной и убедительной.
В ее репертуаре были не только уйгурские и казахские танцы, но и таджикские, туркменские, арабские, индийские. Но особенно любимым для Гульнары Юсуповны был узбекский танец, который она не только прекрасно исполняла, но и досконально разбиралась в тонкостях таких стилей и направлений, как бухарский, хорезмский и ферганский, которыми она владела в период стажировки в легендарном ансамбле «Бахор». О танце Саитовой высоко отзывались не только зрители, но и коллеги по цеху. И это было вполне заслуженно и объективно. Она одна из первых танцовщиц своего театра, которая представила зрителям программу сольного концерта под названием «Эхо Востока», который с успехом состоялся в 1984 году на сцене ее родного театра. О том, каким был танец нашей героини, восприятие профессионалов и зрителей того времени, мы обратились к педагогу нашей академии, заслуженному деятелю Республики Казахстан, профессору Алишевой Алиле Турсунбаевне, которая тоже начинала свой творческий путь в уйгурском театре. Вот эта особенность, когда ты завораживаешь пластикой вот рук и пластикой корпуса, это не каждый может. И это действительно было что-то магическое. В то время не обходился ни один правительственный концерт, чтобы Гульнара Юсуповна не солировала со своим танцем. Потому что вот на самом деле, это вот я могу сравнить это вот как, ну как бы все поют. Вот если это с вокалом сравнить, все поют. Но вот эта особенность вот этих пластических рук, особенность вот ее культуры исполнения, работы лицом, это можно сравнить как вот с особенным тембром у вокалистов. И чем дальше я ее знала, тем больше меня это восхищало. Когда Гульнара танцевала вот эти лирические танцы, узбекские, уйгурские, она вот настолько погружалась в себя и брала только мастерством вот именно работы рук, пластики необыкновенной. Когда ее руки переливались и текли, еще если рукава были широкие и оголенные руки, это что-то такое прозрачное на свету, это было действительно необыкновенным. Но именно Борис Завьялов, почему-то вот в этой девочке, которая так прекрасно подавала лирику танца восточного, он разглядел вот именно, подсмотрел в ней характер вот такой вот девочки живой, на грани такого мальчишества, озорной, и он ставит ей танец лянга, сольный танец. Этот танец исполнялся под дойру. Юсупжан Ака, это папа Гульнары Юсуповны, аккомпанировал. Но это была необыкновенная работа. Необыкновенная чем? Во-первых, техника, с которой она исполняла. Очень интересный сам по себе номер. Образ раскрывался через актерское мастерство. Это было вот незабываемо. Вот такой вот дочерью казахско-уйгурского народа можно гордиться. Внутренняя наполненность и философское начало уйгурских танцев были близки Гульнаре Юсуповне. Со своей стороны она их наполняла выразительными, пластическими размышлениями о внутреннем мире женщины, ее тревогах и грусти. Эту тему в танце она передавала особенно глубоко и трогательно, так как эти переживания были ей близки лично. Потеря любимого человека, опора семьи сильно ее подкосила, но не сломила. Она всегда помнила и держалась за слова, когда-то сказанные ее молодым супругом, когда стал вопрос о том, чтобы оставить карьеру танцовщицы ради семьи, когда появились дети. Тогда ее муж сказал: «Я не буду против того, чтобы ты танцевала, но ты должна быть первой, лучшей. В искусстве не признаю серость». Эти слова, как напутствие, всегда поддерживали и двигали ее вперед во многих ситуациях. Еще в 1986 году, когда я проходила стажировку в ансамбле «Бахор», народная артистка СССР, в то время руководитель ансамбля «Бахор», Хундазмир Каримова,
она поставила для солистки Мамуры Эргашевой «Танавар». Это узбекская классика. Тогда мне этот танец очень понравился, я его выучила. И спустя 2 года, в 1988 году, этот танец для меня стал криком женской души. Я сразу почувствовала, когда потеряла супруга, что этот танец как раз то состояние, тот образ, который передает романтической и в то же время как бы страницы, которую придется закрыть в своей личной жизни. Но оно продолжится на сцене. На сцене, и когда я этот танец уже с каждым разом исполняла, и оно чувствовалось уже с возрастом, как возрастной танец, и я его чувствовала, что этот танец со мной протанцовывают многие женщины-зрители, у которых, наверное, может быть, какая-то действительно была тоска, может быть, какая-то неразделенная любовь, а может быть, как раз потерянная любовь. То есть чувства, женские чувства любви, которые передавались, может быть, по-разному. Но я находила отклик среди зрителей, женщин, отклик среди мужчин даже, которые тоже как-то чувствовали вот этот женский образ, они чувствовали эти сокровенные чувства, может быть, особые чувства. Именно когда в конце я заканчивала танец и последний такт дойры выстукивала дум-так, и в этот момент в зале становилась пауза, и затем хлопки шли, я тогда понимала, что зритель со мной прожил этот танец на сцене. Жизнь продолжается благодаря детям, жизнь продолжается благодаря всем тем окружающим людям, которые с тобой рядом. Вся та работа, которая на сцене давала мне жить, давала мне, скажем, импульс к жизни. И, может быть, это отражалось в других танцах. Например, это был хорезмский лязги. Это был огненный танец, который мне нравился. Я выходила на сцену, я его любила и люблю до сих пор. Я когда слушаю хорезмские ритмы, хорезмские мелодии, для меня этот лязги особый танец. Среди всех танцев я бы в своем репертуаре отметила танец озорницы девочки, которая пинала лянгу, поставленный московским балетмейстером Завьялом Борисом Константиновичем. Удивительно, они, наверное, видимо, в содружестве с даиристом, с моим отцом, да, с папой Юсупжаном, они поставили как бы в соавторстве этот номер под дойру. Игра девочки-озорницы, лянгу, уметь ловить и пинать, да, это было особое. И вот до сих пор я вспоминаю те эмоции, которые он во время постановки передавал и заставлял меня работать над актерским мастерством. Он заставлял, хотя и говорил, ты пинала когда-нибудь лянгу? Я говорю, да, я вообще играла с мальчиками эту игру, да. Это для меня, ну, как-то не ново было, но в то же время вынести его на сцену, это был особый момент. И вот среди всех танцев, скажу, да, танцев народа Востока, это был сирийский, иранский, да, индийский танец, и вот многие-многие другие танцы. И я бы сказала, что вот именно танавар, сезмедим, лянга, она джанза называлась, да, вот это были еще танец дапсула, чисто технический танец по дойру, поставленный Авахан Азизовой в свое время. Это были, наверное, особые коронные номера, с которыми я уже выезжала за рубеж. Активное участие в спектаклях театра, творческие встречи, успешные гастроли на сценических площадках разных стран, где Саитова в качестве представителя уйгурской культуры с успехом представляла искусство своего народа, делали ее жизнь стремительной и наполненной. Но нет-нет, возникали моменты, когда ей приходилось задумываться о будущем, чем она будет заниматься после завершения исполнительской карьеры. Иногда она вынуждена была сама ставить танцы для себя, иногда помогать молодым коллегам в поисках репертуара. Пусть не сразу, но она осознала, что ей это нравится, что у нее это получается. Таким образом, постепенно шла подготовка выхода творческой деятельности Гульнары Юсуповны на новые горизонты,
а именно балетмейстерскую деятельность. Начиная с конца 80-х годов, она активно пробует себя в постановочной деятельности. Вначале просто как балетмейстер, а с 1991 года становится главным балетмейстером Уйгурского театра. Она ставит много отдельные концертные номера и танцы для спектаклей своего театра, отдельные номера для государственных ансамблей «Салтанат», «Алтынай», «НАС». Ее приглашают и другие театры в качестве хореографа-постановщика для драматических и музыкальных спектаклей, как, например, Казахский драмтеатр имени Ауэзова и Казахский ТЮЗ имени Мусрепова для постановок танцевальных сцен к таким спектаклям, как «Цыганская серенада», «Мин келе жатырмын», «Мың бір түн». Наша героиня всегда стремилась не останавливаться в своем развитии. Открытие высшей школы хореографии в 1994 году подвигнуло ее к поступлению на факультет режиссура хореографии. В тот первый год курс набирал мэтр казахстанской хореографии, прославленный балетмейстер Булат Аюханов. О том, как мастер верил в талант и доверял своей студентке, говорит тот факт, что на третьем курсе он доверил ей поставить финал балетного спектакля, который он осуществлял для узбекского театра оперы и балета имени Наваи. Годы учебы переросли в крепкую творческую дружбу с Булатом Аюхановым, где они в дальнейшем не раз осуществляли совместные постановки, часто заседали в качестве членов жюри различных хореографических конкурсов и даже вместе танцевали, как, например, этот шуточный экспромт на юбилейном вечере ансамбля «Яшлык». Курс был необычный. Собрались опытные, заслуженные исполнители из разных творческих коллективов, разных этнических групп, которых объединило стремление к овладению мастерством режиссуры хореографии. Человек, с которой Гульнаре Юсуповне довелось вместе провести насыщенные студенческие годы в высшей школе, а до этого и в эстрадно-цирковом колледже, а сегодня и в Академии хореографии, сокурсница, коллега-единомышленница, но прежде всего подруга, с которой их связывает более чем полувековая дружба, заслуженная артистка Казахской ССР, профессор Туйган Успанна Зым. Гүлнарымен мен сонау 20 ғасырдың 60 жылдарының аяғында танысқан болатынмын. Бірге Республикалық эстрада және цирк өнер студиясында оқыдық. Жалпы оқуға түскен уақытта бізде бір 17-18 студент болатын, бірақ бітер кезде 2 жылдың біз 5-6 ғана студент оқуды бітіріп шықтық. Соның бірі Гүлнара болатын. Гүлнарының бір ғажап ерекшелігі еңбекқорлығы болу керек. Кейде оқу барысында студенттердің сабаққа келмей қалатын да күндері болатын. Сондай күндері сабақты біз Гүлнара екеуміз ғана жүретін күндері болды. Сонымен қатар 2-ші курстан бастап Гүлнардың ұйғыр театрында билеп жүргені есімде. Сол кездегі концертке шығуының өзі, оның болашақтағы сахналық кезеңдерін бағыттады деп айтуға болатын сияқты. Әрине, сол кездегі ең бір мықты ұжым ол мемлекеттік жастар эстрадалық гүлдер ансамблі болды. Оған көрінген бара қоймайтын, көрінгенді ала қоймайтын. Гүлнардың да арманы сол гүлдер болатын. Дегенменен өзінің ұлттық өнерге деген қызығушылығы, өзінің ұлттық мәдениетін жетік білуі, оны өзінің театрына алып барған сияқты. Оның шығармашылығында
өзінің жанына жақын, тек Саитованың орындауында ғана болатын билер болды. Ал Гүлнардың екі ұлы, олар да өнердің адамдары. Әлишер Хасан қазір бүкіл әлемді шарлап кеткен режиссер хореограф. Москваңда, сенің басқа қалаларында, Америка елінде, Европа елдерінде, көп жерлерде драма қойылымдарын іске асырып жүр. Ал кіші баласы Бақтияр, ол біздің Қазақстандағы әйгілі вокалды инструменталдық ансамбль болды. Бар, қазірде де бар, Яшылык. Соның екінші жалғастырушысы. Ол алғашқы жігіттердің балалары бүгін соны жалғастырып отыр. Мінекей Бақтияр сол ансамбльде гитара аспабында ойнайды, ән айтады. Важной страницей балетмейстерской деятельности Саитовой становится создание танцевального ансамбля «Рухсара», на сегодня уже известного и зрелого коллектива, лауреата и дипломанта многих международных и республиканских конкурсов народного танца. Ансамбль и сегодня успешно работает, в прошлом году отметив свое 30-летие. Рассказать о том, как создавался ансамбль и, главное, о том, чем запомнилась работа с Гульнарой Юсуповной в качестве руководителя коллектива, мы попросили одного из основоположников ансамбля, кто сегодня продолжает дело Саитовой, нынешнего руководителя Зухру Каримову. Мне выпала большая честь и возможность работать с Гульнарой Юсуповной, быть у истоков создания ансамбля «Рухсара». История была такая: в 90-91 годах мы готовили просто концертную программу. Я как раз только пришла в театр. Создалась программа, балетмейстером являлась Гульнара Юсуповна Саитова, режиссером был Саитов Юсупчан. Программу сдавали мы худсовету, и после сдачи уже руководство театра, на тот момент был Мурат Ахмадиев, он так и сказал: сегодня в театре родился новый ансамбль, придумайте только название. И недолго думая, мы дали этому ансамблю название «Рухсара». И вот по сегодняшний день, уже 30 лет, наш ансамбль существует. Наш ансамбль развивается, растет, как академически, профессионально. Мы лауреаты очень многих конкурсов. Хочу отметить про Гульнару Юсуповну, про нашу любимую Гульнара Д, что сколько труда и сил она дала в работу нашего ансамбля. И до сих пор даже будучи в Астане, в Нур-Султане, мы с ней советуемся, она нас ведет, она нас консультирует. То есть ее помощь каждый день нам. Гульнара Юсуповна – это большой человек, это большой мастер. Гульнара Юсуповна – это мать, это прекрасный руководитель. Мы до сих пор у нее учимся. Так же, как и стремление учиться, аккумулирование и передача знаний для Гульнары Юсуповны было естественной потребностью и призванием. Это то, чем она продолжает активно и плодотворно заниматься и сегодня. Наверное, никто не сумеет лучше рассказать о том, каким преподавателем Саитова была в зале и студенческой аудитории, чем сами ученики. Я с радостью вспоминаю наши годы учебы в Алматинском хореографическом училище имени Селезнева в 90-е годы. И восточный танец нам вела наша уважаемая Гульнара Юсуповна. Эта дисциплина для нас, будущих артистов балета, была одной из сложных, так как на этом предмете мы должны были освоить, впитать, пропустить через свое тело сложную координацию восточных танцев. Этот предмет был еще привлекателен тем, что нам аккомпанировал папа Гульнары Юсуповны Юсупага на дойре. И вот этот живой звук ударного инструмента нас вот в буквальном смысле ввел. Это так было интересно, это так было нестандартно, это так было необычно, чтобы урок шел под звучание дойры. Гульнара Юсуповна на уроках никогда не сидела.
она всегда была в движении. Ее яркая такая подача, темперамент очень привлекала нас. Мы порой сразу не могли освоить координацию тех или иных движений, и нам приходилось иногда порой закрываться в зале и повторять по несколько раз ту или иную комбинацию или связку. Гульнара Юсуповна в педагогической деятельности проделала просто огромную работу. В первую очередь она внесла свой вклад в систематизацию преподавания восточного танца. Это был непростой путь, это был поступательный путь. Необходимо было проанализировать, продумать, из каких разделов должен состоять восточный танец, урок восточного танца. Какие необходимо вводить основные элементы или связующие элементы. Все это складывалось очень поступательно. И ее огромный опыт педагога ярко проявился и в Алматинском хореографическом училище, и в Республиканском эстрадно-цирковом колледже имени Илибекова, и на факультете хореографии Казахской национальной академии искусств имени Тимирбека Жургенова. И сегодня Гульнара Юсуповна продолжает свой яркий педагогический путь в Казахской национальной академии хореографии в Нур-Султане. Первое, что мне бы хотелось сказать, что она никогда не бывает безразлична. Она всегда поддержит и студента, и коллегу в любой ситуации. И я не раз была свидетелем вот этих моментов, когда ее слово, ее действие поддерживало нас в трудные минуты. И та энергия, которая есть в ней, и тот огонь, который пылает в ее сердце, который она несла как танцовщица, как педагог, как ученый. Пусть он не гаснет, и этим огнем она заряжает будущее поколение и исполнителей, и педагогов-хореографов, и наших будущих ученых. Если в двух словах, в моей жизни Гульнара Юсуповна сыграла решающую роль. Мои первые шаги определила именно она. Я видела ее на сцене, наблюдала ее в процессе постановок. И по своим детским ощущениям она для меня словно стихия, огонь. И по сей день я не встречала человека столь безудержного и влюбленного в свое дело. Ее творческая фантазия, сила неиссякаемы. Но самое главное, мне кажется, это то, что в своем творческом пути она была верна самой себе. Это то, чему следует, наверное, учиться. Эта встреча, которая случилась очень давно и связывает нас сегодня, для меня ориентир в искусстве.
значимое место в ее жизни занимает и исследовательская деятельность, которой она начала заниматься под руководством доктора искусствоведения профессора Багыбека Кундакбаева в стенах Института литературы и искусства имени Ауэзова. Еще будучи на посту главного балетмейстера, она чувствовала потребность в изучении неизведанных страниц в истории богатой танцевальной культуры своего народа, где она видела огромное разнообразие и потенциал в использовании разных мотивов, сюжетов и стилей уйгурского танца для постановки новых произведений. В диссертационном исследовании Саитовой впервые было предпринято целостное изучение уйгурского танцевального искусства, выявление его истоков и основных периодов развития, всесторонний анализ основных его стилей, анализ процесса эволюции уйгурского сценического танца в XX веке и современные проблемы в его развитии. Присвоение Гульнар Юсуповне ученой степени кандидата искусствоведения, а чуть позже и ученого звания профессор стали заслуженной наградой многолетних научных изысканий нашей героини. Ее монография «Уйгурский танец. Истоки традиций сценического воплощения», выпущенная на основе диссертационного исследования, наиболее востребована как профессионалами, так и молодыми исследователями. У Гульнары Юсуповны сегодня с уверенностью, можно сказать, сложилась своя научная школа. Под ее руководством подготовлено 4 PhD-доктора и 15 магистров в области хореографии. Каждый из них, я уверена, мог бы поведать нам много интересных историй о работе со своим научным руководителем, сказать много теплых и искренних слов в ее адрес. Гульнара Юсуповна – великолепный наставник, мастер своего дела, человек с большой буквы. Я очень благодарен Гульнаре Юсуповне за то, что она открыла мне дверь в мир науки. Во время наших исследований Гульнара Юсуповна показывала разное настроение. Она могла в один и тот же момент и похвалить, и в то же время дать такого кнута, что ты мгновенно собираешься, дисциплинируешься и делаешь то, что нужно. У Гульнары Юсуповны великолепный характер, сильнейший, я бы сказал. У нее такой сильный стержень, что помогает ей добиваться того, чего она хочет. Нашу дорогую, уважаемую Гульнару Юсуповну Саитову я знаю с 2004 года, когда, еще будучи студенткой Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусупека Елебекова, обучались у нее, и она преподавала нам дисциплину «Восточный танец». Я по сей день помню эти зажигательные, интересные уроки. Позднее наши пути соприкасались и в высшем учебном заведении. Это в Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Более того, Гульнара Юсуповна Саитова была моим научным руководителем и в магистратуре, и в докторантуре. За годы работы с ней она подарила огромные знания, дала понимание науки в области хореографии. Наши уроки были полны бесценных наставлений. В заключение нашего фильма
Мне кажется, это очень важно, чтобы мы услышали о Гульнаре Юсуповне как хранительнице семейного очага, маме, бабушке, где сегодня успешно творит 4-е поколение семьи Хасановых-Саитовых, ее дети и внуки. Специально для нас попросили записать интервью ее старшего сына, известного хореографа Алишера Хасанова. Саитова Гульнара Юсуповна, заслуженная артистка Республики Казахстан, профессор, один из ведущих специалистов по восточному танцу. Для нас это просто мама, в первую очередь. А для меня и для моего брата Бахтияра. У нас было такое творческое детство, можно сказать, потому что мама всегда всецело себя посвящала работе. И это качество работать честно, оно перешло на нас. Это служило для нас всегда примером. В нашем доме царила атмосфера театра. Театр просто был у нас дома. И на наших глазах создавались программы, мы были свидетелями каких-то постановок номеров. Даже дома был иногда пошивочный цех. Когда не успевали заканчивать шить костюмы, то это происходило у нас дома. И мы выросли в такой творческой атмосфере. И понятно, поэтому я, естественно, продолжу мамину династию, мамину линию, скажем так, как танцовщик, как хореограф. И после меня еще есть внучка мамина, Бернара, которая сейчас учится в Академии Вагановой. Но, кстати, Бахтияр единственный, который из нашей большой семьи работает в Уйгурском театре. Он продолжил конкретно в театре, где работали все наши бабушки, дедушки и мама с папой. В детстве я учился у Кадрина Самбаевича Андосова, который преподавал когда-то у моей мамы. Вот так наши линии творческие с маминой линией пересекаются. И еще одно пересечение – это Геннадий Гараевич Малхасянс. Когда-то давно, когда мне было 13 лет, Геннадий Гараевич приехал в Алмату, проводил семинар по народному танцу. Были приглашены много всяких разных педагогов со всего Казахстана, а мы разучивали с ним мазурку, глинки и краковяк. И тогда мама как-то задала вопрос, что ли, ему, уже не помню точно, и он ответил, что что-то невозможно учиться в ГИТИСе, что такое. Мама очень сильно расстроилась. Ну, в результате через несколько лет я учился в ГИТИСе у Геннадия Гараевича Малхасянса в классе по народному танцу, и мой профессор, у которого выпускался, Евгений Петрович Валукин. А мама позже училась в ГИТИСе, закончила курсы у сына Евгения Петровича, у Максима Евгеньевича Валукина. Вот так наша жизнь пересекается творческая с мамой. Конечно, были всякие разные моменты, такие немножко сложные. Как-то мама решила все-таки меня пригласить в Уйгурский театр, когда была еще главным балетмейстером театра, пригласить меня на постановку спектакля «Идикут».
Я был балетмейстером этого спектакля. Вот мы репетируем. Какая-то немножко сложноватая комбинация получилась, и мама решила вступиться за артистов. И начала вдруг меня просить: сделай попроще, я потом отрепетирую, сделай попроще. И я сказал: пожалуйста, выйдите вон, я разберусь сам. Это, конечно, был очень такой резкий момент, но мама меня поняла, потому что когда-то давно мама сама выгнала дедушку один раз с репетиции. Вот так у нас из уст в уста передаются такие интересные вещи. Но хорошо, что мама меня поняла, потому что мама сама очень уважает свободу, такую творческую личную. Но, видать, здесь она очень заволновалась за меня, запереживала и решила как-то мне помочь в этом смысле. Ну, вот я, видите, так отреагировал не очень корректно. Но потом все это разрешилось в очень, ну, как бы, такую позитивную ноту, и мы продолжили репетировать. Поэтому мама, как сказать, такой немножко у нас борец, если честно. И всегда очень честно и до конца отдавая себя самую всю, отдается работе. Я думаю, и до сих пор к ней приходят в гости домой студенты со своими проблемами, со своими радостями. И мама является каким-то таким, как сказать, человек, который направляет, что ли. Вот в этом, мне кажется, очень важно и ценно, когда учитель не только дает ремесло, а он еще и по-человечески может тебя направить, помочь и раскрыть какие-то твои возможности, которые скрыты в тебе глубоко. Поэтому у мамы это очень хорошо получается, как мне кажется. Поэтому она не зря учитель года и так далее. Ну вот, мама, мне кажется, я сейчас к маме обращаюсь. Мам, мне кажется, ты посадила хорошее дерево с такой крепкой корневищей, что ли, с такими крепкими корнями, с массивным стволом и раскидистыми ветвями. На этих ветвях твои плоды, как сказать, олицетворение твоих артистов, что ли, твоих студентов. Ну, на этом дереве, конечно, мы есть тоже твои дети, внуки. И есть плоды, которые уже созрели, а есть плоды, которым еще предстоит показать свой цвет и сок. Поэтому ты можешь, как сказать, быть спокойна, что ли, и всегда знать, что у тебя есть рядом такое дерево из твоих артистов, студентов и детей, и внуков. Поздравляю тебя с юбилеем. Дорогая, любимая наша Гульнара Юсуповна, искренне от всего сердца поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, активности и позитива во всех ваших сферах жизни. Мы вас любим! Да? И вот сегодня мы переходим на что? Вот это один из видов инструментов ударных. Да? Разные положения.
Стихия танца Гульнары Саитовой продолжает развиваться, вовлекая в свой круг молодых, талантливых исполнителей и коллег, которых она всегда с радостью поддерживает, учащихся и студентов Казахской национальной академии хореографии, помогая им окунуться в чарующий мир танцев народа Востока и новое поколение исследователей хореографического искусства.